Обе кыргызские революции через 10 лет продолжил коронавирус, который многое теперь ставит на свои места. Известный общественный деятель Топчубек Тургуналиев, который в 90-м году короновал Акаева, а потом отсидел при нем за решеткой, после чего участвовал в революциях и 5-го, и 10-го годов, считает, что все три героя тех лет достаточно наворовали народного добра за время своего правления и сейчас могли бы немного поделиться, чтобы хоть как-то улучшить отношение к себе общества. Андрей Токумбаев побеседовал с Топчубеком Тургуналиевым в рамках программы «Учурда». Мой народ всегда своим единством побеждал издревле по сей день вот такие бедствия. А чем это отличалось это единство? Это прежде всего патриотизмом. Прежде всего сплоченностью вокруг одной цели. Сегодня эта цель заключается в том, чтобы победить вот этот коронавирус. Я полагаю, что в ближайшее время конец или в конце тоннеля будет свет. Но я должен сказать, что всегда была ложка дегтя. Нашлись такие люди, которые и в такое время занимаются взяточничеством, коррупцией. Нашлись такие люди, которые, их немного из 6 миллионов, но они постоянно нарушают порядки нашего государства. И пытаются извлечь прибыль на горе, на общем народном горе, что немаловажно. Совершенно правильно. Поэтому я обращаюсь, во-вторых, к властям. Я полагаю, что наши органы власти слишком нежно, слишком мягко обращаются с этими людьми. Надо очень строго наказывать их. То есть тех, которые нарушают режим карантина. Те, которые убегают от проверки, заражают других. Я обращаюсь к властям с тем, чтобы особенно в первую очередь к работникам здравоохранения уже правительство определилось в этом отношении. Большая сумма выделяется. Я думаю, что это надо немедленно начинать применять. В будущем, возможно, чтобы к медицинским работникам, которые получают слишком мало, то есть ниже прожиточного минимума, чтобы в ближайшие год-два наше правительство подняло бы заработную плату. С вашей точки зрения, вот те люди, которые, в общем-то, многие из них и являются, как вы сказали, теми, кто наживается на чужом горе, их доходы, они наверняка велики. С вашей точки зрения, что необходимо сделать нашему государству прежде всего по отношению вот именно к той категории людей, которая, к счастью, у нас немногочисленна? Вот я полагаю, что те люди, которые прошли Умру, они, по крайней мере, 5-10 тысяч долларов истратили. Но некоторые, вернувшись, они собирали по 500-600 человек на той. Значит, они очень богатые. Поэтому я к ним обращаюсь, Андрей, с просьбой, чтобы они внесли в общую казну, благотворительную казну, свои доли. Кроме того, я обращаюсь к мультимиллиардерам на доллары. Это те, которые, ну, я бы сказал, много таких людей, предали с точки зрения у нас в Кыргызстане. Предали наших интересов нашей страны. Это Акаев, Бакиев, это и Алмаз Атамбаев. Они в общей сложности украли у нашего государства примерно 5-6 миллиардов долларов. Поэтому я к ним обращаюсь, повторяю, к Акаеву, Бакиеву, Атамбаеву.
Это сейчас самое прекрасное время с тем, чтобы вы хоть сколько-нибудь вы могли бы себя оправдать с тем, чтобы вы точки зрения, вернули... может быть, даже человеческой этики, Совершенно правильно. во времена Акаева вы были политическим заключенным. Вы знаете, да, прекрасно разбираетесь в чем, да, что власть, она может быть жестокой, и что, например, всем известный нам политический деятель, бежавший из страны в 2010 году, он, не моргнув глазом, отправил на верную смерть десятки человек. Десятки, да, было сотни раненых, было расстреляно. Вот на ваш взгляд, не является ли эпидемия, пандемия коронавируса своего рода актом искупления, что эти люди, они могут, в общем-то, проявить себя, искупить и каким-то образом, может быть, Андрей, я повторяю, в определенной степени это будет искупление, если Акаев, Бакиев и Атамбаев вернут, по крайней мере, по $1 миллиарду в нашу казну. Кроме того, есть и другие мультимиллионеры. У нас очень много богатых людей, особенно в Джогоруху Кенеше. И из 120, по крайней мере, 100, я полагаю, это миллионеры. Но они свои миллионы берегут на выборы. Я к ним обращаюсь. Вы вынесите, в первую очередь, благотворительность сегодня. А если только вы не будете этого делать, то я буду агитировать против вас. Что бы вы хотели пожелать всему народу Кыргызстана, нашим уважаемым политикам, общественным деятелям, представителям духовенства и представителям государственных структур? Я еще раз обращаюсь с тем, чтобы то единство, какое было издревле у нашего народа, особенно перед лицом вот таких больших бедствий, чтобы оно укреплялось, это единство. А к властям я обращаюсь к тому, чтобы поступать по справедливости во всех этих вопросах. К руководителям всех рангов власти я обращаюсь с тем, чтобы и вы могли бы, по крайней мере, $1 миллиард собрать. Потому что Кыргызстан чрезвычайно богатая страна не своей казной, а карманами этих руководителей, и не только наверху, но и те люди, которые возглавляют, скажем, Айлы Өкмөтү. Вы в прошлом, позапрошлом году не раз говорили, и в том числе и Пятый канал, что очень многие руководители Айлы Өкмөтү, они продают земли, стало быть, они миллионеры. Пусть сегодня раскаиваются и вносят свои вклады в эту благотворительность. Я вижу именно в этом раскаяние, очищение, если хотите, катарсис. Поэтому это то время, когда каждый человек должен ответственно относиться, проявить свою гражданственность и всячески помогать нашему народу.